Интересно и познавательно прошла лекция декана факультета искусств художника Нугзара Логуа. Были затронуты вопросы истоков формирования художественной среды в Абхазии, истории абхазского изобразительного искусства, влияние нравственного кодекса абхазов Апсуара на национальное искусство, традиции, инновации в изобразительном искусстве, работы факультета искусств в Абхазском госуниверситете, международного арт-пленера «Краски осени Абхазии». Лекцию дополнили картины Нугзара Логуа. Дело в том, что мы с вами переживаем в настоящее время эпоху глобализации. Глобализация и глобальные проблемы, связанные с развитием самой глобализации, затрагивают все страны мира и могут решать объединенными усилиями политиков всех стран. Абхазия, как частично признанное государство, не может оставаться на стороне безучастной. Глобализация – это прежде всего интеграция. Интеграция в глобальную систему координат. С одной стороны, это положительно влияет, а с другой – отрицательно. Потому что глобализм безжалостно уничтожает культуру и традиции, особенно национальных образований. Изобразительное искусство является одним из самых древнейших и в то же время самых актуальных видов художественной деятельности. История изобразительного искусства Абхазии уходит корнями вглубь веков. Особую роль в уникальном, богатом культурном мире абхазов всегда играла и играет Апсуара. Абхазская культура и изобразительное искусство органично вписаны в мировую культуру. Об этом свидетельствуют памятники культуры разных эпох, имеющиеся в Абхазии. Станковой живописи, колористической живописи и традиционной живописи являются Худа Авицба и Сие Габель. Это эти два мастера, которые на самом деле заложили все традиции живописи. И более того, они были преподавателями в нашем училище. И это надо должное, они сделали очень многое для подрастающего поколения. Их работы до сих пор они являются бесценными для нас. И они оба исследовали национальный колорит. И что я имею в виду? В национальном колорите нет таких, вот как у меня, да, такие яркие, такие выпады. Там есть другое совершенно. Потому что если даже посмотреть наш музей, колорит, цветовая гамма у абхазов, она сдержанная. Она более теплая, сдержанная и не холодная. Нугзар Логуа рассказал и об истории формирования факультета искусств в АГУ. Благодаря ежегодному международному арт-пленеру «Краски осени Абхазии» факультету удалось наладить связи со многими творческими организациями и подразделениями Союза художников в России. На факультете часто проводятся научно-практические конференции по актуальным вопросам искусства. Для чтения лекций и проведения мастер-классов приглашаются ведущие преподаватели, искусствоведы, музейные работники Абхазии и России. Разрабатываются и внедряются методические программы по изобразительному искусству и дизайну. Культурный марафон – это знакомство и пребывание в едином пространстве с уникальными деятелями искусства для вдохновения абхазской культурой, погружение подрастающего поколения в историю, культуру и искусство Абхазии. Это вечера национальной музыки, лекции ведущих ученых, мастер-классы от художников, мастеров прикладного искусства. Сегодня уже третье мероприятие в рамках нашего большого проекта, который проходит при поддержке администрации президента Республики Абхазия. Нугзара Чичикоевича можно слушать часами, и наша лекция, конечно же, затянулась, вышла гораздо за рамки запланированного времени. Нугзар Чичикоевич сегодня рассказал нам о том, что вклад абхазской живописи в мировую культуру достаточно весом, и несмотря на то, что у нас небольшая страна, у нас богатейшая культура, богатейшая история, и история абхазской школы живописи в том числе. У нас много выдающихся живописцев, художников и тех людей, которых с гордостью мы можем представлять на мировой культурной арене.
Послушать лекцию пришли как учащиеся профильных образовательных учреждений, так и все, кто интересуется историей живописи. В завершении лекции Нугзар Логуа поблагодарил организаторов проекта за возможность встретиться с интересной аудиторией. Шазина Ханагуа, Адица Сагария, Нарсоутулуке, Абхазское телевидение.